честь народного гагаузского праздника Касам Никита Панаитов, молодой исполнитель Гагаузии, выпустил новую песню. Очень интересное название «Аспара Чокпара». Сегодня Никита в нашей студии вместе со своей командой, на которую он опирается, которая его поддерживает, помогает и, конечно же, продвигает, с мамой Оксаной. Доброе утро. Доброе утро. Никита, доброе утро. Доброе. Вместе с нами Федор Гайдаржи и Илья Хаджи. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Великолепно. Отлично. В Чедерлонге какая погода утром? У природы нет плохой погоды. Никита, я вот тут заново пересмотрела ваши практически все произведения. Есть на социальную тему, социальные темы песни, есть на патриотические, профессиональные, народные, на тему любви. Эта песня «Аспара Чокпара» для меня стала удивительной. Клип тоже посмотрела. Где-то комический, Никита. То есть полностью не ваш образ. Но песня новая есть, она же на гагаузском языке, и сюжет тоже такой интересный. Клип снимался в Камрате. Что это за песня? Аспара Чокпара. Вообще эта песня про то, что мало денег, много денег. То есть сейчас много проблем с тем, что много людей гонятся за деньгами, а не за какими-то ценностями. Например, в этой песне поется про то, что когда денег мало, это нехорошо, но деньги это зло. То есть без денег плохо, конечно, но и деньги это зло. То есть они должны быть в меру, и человек должен оставаться человеком и не гнаться только за деньгами, а за какими-то там ценностями, за какими-то хорошими вещами в жизни. Вот, наверное, зацеплюсь за эти слова. Человек должен оставаться человеком, есть у него деньги или нет у него денег. Очень такая правильная фраза, которую, наверное, взрослый человек бы сказал, да? Ваш образ, вы вот стоите с кепкой, но вы играете, вы на музыкальном инструменте, вы зарабатываете эти деньги. То есть не просто... Не просто стою попрошайничаю, да, а не хочу просто их как-то сам просите у заработать. прохожих, да, потому что вам этих денег не хватает. И в самом конце очень интересный момент. Ну, конечно, пусть останется загадкой, мы обязательно клип с вами посмотрим. Мама, как всегда, рядом. Абсолютно верно. Оксана, откуда идея и почему эту песню именно Никите предложили? Песня была написана года 3 назад, лежала в нашей копилочке, потому что все время были какие-то тематические песни, которые мы планировали к каждому празднику, чтобы быть в тонусе, в форме, чтобы всегда быть готовыми. Тут мы немножечко расслабились, и уже пора немножко расслабиться, и мы решили написать что-то для души. Илюша нам очень в этом помогал. Илья Хаджи, огромное спасибо вам за такую... У нас немножечко сложилось так, что шуточные песни нам пишет Илья Хаджи, а что-то более серьезное пишет Ольга Ивогла. Ей тоже огромный привет и большое спасибо. Вот эта песня была у нас около 2-3 лет, слова на эту песню, и вот наконец-то мы решили, мы знали, что она есть, и все вот хотелось ее наконец-то сделать, потому что она очень актуальная. В мире нашем сегодняшнем, в мире молодежи, что бы ни происходило, человек действительно, как Никита сказал, он даже меня удивил, он стал таким взрослым и говорит такие умные слова иногда. Спасибо, сынок. Не за что. Те деньги это очень важно, но не всегда нужно все-таки достойно прожить свою жизнь. Снимался клип, мы уже 2 года, 3 работаем с Ириной Братан. Ирочка, огромное спасибо тебе за то, что ты у нас есть, за то, что с твоим появлением у нас появились такие замечательные клипы, причем эти клипы, они все имеют определенный сюжет, и, как сказал мой преподаватель, они все имеют смысловую нагрузку, и они чему-то учат. А я считаю, что это очень важно, потому что мы несем все-таки что-то доброе. И ничего страшного, что они там не залетают на 1 000 000 просмотров. Я считаю, что даже маленькая аудитория, которая смотрит, это уже то начало. И добро все равно должно победить зло. И я уверена, что когда-то у Никиты будет и такая песня, которую будут смотреть гораздо большая публика. Вот клип, когда снимали, сценарий Ирина Братан. Спасибо ей за это. С нами вместе
Также Федор. Федор, как всегда, поддерживает с музыкальной Свою профессиональной команду, точки да. зрения, да? Вы музыку Конечно. написали, Да. автором являетесь. Я знаю, что вы чувствуете Никиту, знаете, что Оксана хочет от вас, да? Что они хотят донести этой музыкой? Музыка затрагивающая. Да, все легко и просто. Зная Никиту харизму, музыка сама рождается. И тем более, что мы давно уже работаем вместе, я знаю, что нужно. И не испытывал трудностей для написания. Все легко и просто. Пригласили прекрасных ребят, музыкантов, которые помогли преподнести это вживую, более теплое звучание. Дал свой результат. Мы уже чувствуем друг друга, когда собираемся, мы уже прямо знаем, что мы хотим. Федя знает, какие должны быть слова, я знаю, какую Федя музыку должен Да, я сделать. сказал, здесь трумпет необходим просто позарез. Это что такое, простите? Труба, народная труба. Да, Так. хотела бы поблагодарить Ивана Дерменджи. Кстати, это не первая песня, с которой он вот с нами работает. Катнетлим Варбендя Ватан, он тоже помогал нам в музыкальном сопровождении. Но в этой песне он прямо настолько ярко выразил эту трубу. В связи с этой трубой появился сценарий. Именно потому, что настолько нас затронула его игра в этой песне, поэтому и песня про трубача. Я вот вижу, как Никита реагирует на слова мамы, на слова Федора, Первый раз. аж взбадривается, да? Да. Вот этот союз на самом деле мне очень нравится между вами, когда молодой исполнитель и музыкант, они находят общий язык, В тандеме. в тандеме, они, да, именно на позитиве вот работают. Илья Хаджи не зря у нас, вы являетесь автором слов. А Да, с пора я чё пора. работал над словами в русском варианте, как бы это самое. Да. Илья, ну эта тема, вот я почему начала с того, что как будто эта тема как будто сложная для меня в начале, когда название прочитала, песни, клипа вообще увидела, думаю, для Никиты как будто вот далек от этой темы, да? Но эта тема как будто вот ближе нам, Ближе да? к нам. Нам. Даже так Совершенно близко. верно. Мы даже не подозреваем, даже- насколько она близко к нам. Вы даже не представляете, насколько сегодня это близко Никите и молодежи всей. Да. Деньги это Бывает. очень важно. И Откуда поэтому, такая идея? Поэтому я, в принципе, что хотел сказать. Во-первых, я хотел сказать спасибо нашей команде, Оксане, Никитке, Федору. И знаете за что? За то, что они не забывают, приглашают и дают мне возможность с каждым разом соприкасаться к чему-то доброму, хорошему. То есть к творчеству, песенному в данном случае творчеству. За это им огромное спасибо, И что вам не спасибо. забывают и дают мне возможность каждый раз окунаться в мир прекрасно. Второе, что касаемо темы, тема тут прозвучала, я полностью согласен. Деньги, у меня даже есть эта самая маленькая присказка насчет этого. Деньги – зло. Как пойдешь на базар, вечно зла не хватает. Вечно зла не Да. хватает. Как пойдешь на базар, скажешь, вечно зла не Есть хватает. маленькая ремарка. Когда я первый раз прочитал текст, я говорю, Илюша, ну слишком философски, ну слишком серьезно. Песню будет петь парень, мальчик. Давай чуть-чуть полегче как-то. И Илюша меня понял, но изначально текст был такой серьезный, взрослый текст. Более- То Такой есть откорректировали его Мы изменения, Железный. да? адаптировали мы его немножечко. шансон такой был понятный, такой взрослый шансон. И потом, конечно, подкорректировали, сделали более полегче чуть-чуть, так в под таком. Никиту. Да. А вообще в самом начале я написала первые две строчки, если в кармане $1 или 2, можно купить пакет молока. И вот с этих двух строчек я говорю, Илюш, нам надо что-то такое веселенькое. Если уже побольше, пойду там погуляю с друзьями. И вот Илюша взялся, и она очень быстро родилась, да, или я корректировал, делал ее более доступной, что ли, для возраста Никиты. Да, И да, очень- после Фединой это самое мы это как бы немножко не то, что приземлили, философский смысл остался тот же. Мы просто подогнали под исполнителя, чтобы она не выглядела как-то неестественно для его возраста, для его восприятия. То есть, Да. чтобы она лаконично легла на исполнителя. Такого плана. Каково было исполнять данную композицию? Легко, тяжело? Очень легко. Мне эта песня очень сильно понравилась, особенно ее клип, потому что, ну, во-первых, мы постарались. Мне слова очень понравились. Да, я плохо понимаю там гагаузский язык,
но у меня есть люди, которые мне всегда помогут в переводе. Вот. И слова я, слава богу, понимаю. Хоть как-то. То есть я понимаю сам смысл, возможно, не каждое слово, но я понимаю сам смысл песни. Как по музыке исполнять. Мне очень понравилось, очень веселая музычка, мне понравилось. Ну, в твоем репертуаре. Да. Живой, энергичный, Никита молодой. зажигает в ней, да. Кстати, я хотела бы сказать, что вот по поводу шуточных песен, то, что Илья пишет, Митя Чебанджик же тоже ведь было написано именно Илью Хаджо, и это, можно сказать, визитная карточка Никиты, то есть спрашиваю, если вот где-то заходит разговор, и есть мальчик такой, Никита Панаитов, не знаем, Митя Чебанджик, все знают все, да. И вот эта песня, спасибо Илюше, прямо действительно у Никиты такой псевдоним уже, Митя Чебанджик. Митя Чубанджик. Да. Ну, давайте все-таки посмотрим клип, после чего вернемся к нашей беседе. О, нет. Это очень мало. Вот этого вам на яблочко. Спасибо. Aspara varsa cebimde, suç özgürcen sen yönümde. Yer biraz varsa sadece, durmayacağım yalnız evde. Para o bir şeyden, anonsuz yaşanır hiç insan. Dilim zengin dumandan. Ben iyilik hiç görmedim bundan. Şenim zalt yaşamak yeter. Bakmayarım buna, alayır demedi. Canımda güneş ışılar, içim benim türkü çalır. Uygunluk var içimde, para sık var cebimde. Para o finalı, güzel yaşamır insanlık. Dilim zengin dumandan. Ben iyilik hiç görmedim bundan. Şenim zalt yaşamak yeter. Bakmayarım buna, alayır demedi. Научите меня так же играть. И так же, как и я. Пожалуйста, ну научите меня играть. Ладно, пошли. İnsanlar niye iri anlatırsınız? Yaşamak kısa. Dilim zengin dumandan. Ben iyilik hiç görmedim bundan. Şenim zalt yaşamak yeter. Bakmayarım buna, alayır demedi. Dilim zengin dumandan. Ben iyilik hiç görmedim bundan. Şenim sal yaşamak yeter. Bakmayarım buna, alayır demedi. Dilim zengin dumandan. Ben iyilik
локации мы, конечно, узнали. Это Камрад. Клип снимался в Камрате. Столько моментов, где они как будто вот такие естественные были, не на камеру поставленные, а именно жизненные такие, да, натуральные, Да. настоящие. Естественно. Как проходила работа, как вовлекли людей? Там видела и нашего артиста, и работника Дома культуры, и Дениса Бабурина, и Марина Манжел видела. И по рынку прошлись, и по улице, и в парке были. Вообще, честно скажу, с этой песней очень сложно у нас получилось, потому что я как организатор всего этого, мне очень сложно было состыковать всех сразу. То есть Ирина Братан, она педагог в школе, Денис Бабурин, он работает в Доме культуры, он занят, он был в Тирасполе на подготовке спектакля одного, потом Сергей Георгиев на работе, и Никита в школе, и это все очень сложно, нам нужен был один день, когда мы действительно сможем все быть свободными. В общем, наконец-то такой день настал. Это был выходной? Нет, это был четверг, первый день каникул в школе. Вот так вот. Здравствуют каникулы. Да, Не здравствуют получилось каникулы, да. отдохнуть. Мы собрались в Камрате, мы приехали, и мы очень сильно первоначально, конечно, переживали. Нам нужно было задействовать людей. И мы очень волновались все-таки, как оно получится. Нас сразу предупредили, что это бывает сложно, но мы люди позитивные, мы все время улыбаемся, поэтому нам Верим и все удалось. надеемся. Я хотела бы поблагодарить вот каждого человека, который нам помог в этом клипе, на рынке, в парке, возле церкви, в баре, суши, вот везде каждого. Потому что вот без вас ничего бы не получилось. Не нужно стесняться, потому что это и для вас память, и для нас память. Спасибо всем, очень приятно было, что вы были с нами. И Никита играет на трубе. Да. Я не Это играю. была, на трубе. конечно же, импровизация в клипе. Да. Самый главный актер клипа. Ну, в главных ролях. Один из. Один из главных. Да. Каково было? Тяжело? Я в вам эту скажу- роль войти? Я вам скажу так, было не в саму роль сложно войти, а было... у меня в первый раз, когда используется настолько много массовки, ну как, это не массовка, это настоящие люди, которые ходят, смотрят, снимают там, я не знаю. Вот. Было сначала, наверное, как-то не особо комфортно, а потом уже... Вжился в роль? Вжился. Ну, я даже не вживался в роль, я просто кайфовал, отдыхал, и вот так вот получалось. Естественно, как Да, там... Была публика, одним словом, да? Там были моменты, когда в парке люди подходили и деньги клали в шляпу, да? Да. Это было по-настоящему? Это было не по-настоящему, но люди к нам подходили. Мы же хотели создать как бы такую иллюстрацию, что я научился играть, и мне начали там денежку подкидывать, то есть я начал зарабатывать. Люди на самом деле подходили и подкидывали денежки, свои денежки. Да, мы говорили, не надо, у нас есть, вот возьмите наши, вот они. Я разменяла 300 лей мелочью, чтобы люди, как бы, ну, чтобы клип получился, чтобы у Дениса Бабурина шляпа была полная, у учителя, так сказать, Никитинова, а потом, чтобы у Никиты, и мы людям давали, и, кстати, потом они стали гораздо охотнее кидать свои деньги, чем наши. Не надо, мы свои. И было очень интересно, Никита собрал в парке столько людей, на удивление, я говорю, Никита, ты можешь уже зарабатывать здесь каждый день. Хотя играть я не умею, но, наверное, своих какой-то харизмой, вот, наверное, вот Но так. ты можешь петь. Ну, тоже факт. Колоночку и микрофон и вперед. Очень понравился момент, когда преподаватель дает уроки игры на трубе, да? Да. Там были такие моменты, где видела, что еле-еле вот сдерживаете себя. Главное, что труба была у уст, да, и этот смех можно было удержать. Так ли на самом деле? То есть это естественные живые кадры. Да, это были на самом деле интересные, естественные кадры, не было там какой-то супер игры. То есть это было весело, это было классно, все придумывалось, можно сказать, на ходу. По-настоящему было. То есть была классная идея в том, что меня вот человек решил научить, я попросил его научить, он меня решил научить, но чтобы сначала научиться, надо там то-то, прибраться, так сначала почистить трубу, и вот только потом, возможно, я тебя начну учить играть. Вот, и меня все-таки вроде бы научили.
Я хотела бы сказать огромное спасибо Денису Бабурину. Это профессионал с большой буквы. Это, Денис Бабурин, может, кто-то не знает, это артист нашего Чадаровского Гагаузского национального театра. И это человек с большой буквы артист, потому что столько импровизаций, столько нужных советов, настолько было с ним интересно работать и спокойно. То есть этот человек знает, что хочет, понимает, что от него требуется, делает все просто на 100%. И Денис, ты чудо, ты открылся для меня прямо совсем с другой стороны. Знаю Дениса давно, но прямо получала удовольствие от всего, что он делает. И Никита, кстати, мне тоже нравится, вот в каждом клипе он же снимается сам, и с каждой работой, я даже иногда думаю, может ему не петь надо, а сниматься, потому что он растет даже вот профессионально, у него получается. Если бы вы видели, как они трубили на всю площадь в трубу, а оба трубить ни Денис, ни Никита на трубе не играют, мы только этим собрали много людей, и все спрашивали, что вы здесь делаете? Настроение создаем. Да. Ну да, кстати, Оксана, вы правильно заметили, творческая личность, она должна быть всесторонне развита, поэтому, кто его знает, кем станет еще Никита в своей жизни, то есть если одна, вторая, да, следующая профессия. Все профессии, они на самом деле реализуются в жизни, и они необходимы. Тот момент, последний момент, где вы приобретаете у бабушки вот ту коробку с той продукцией, с которой она вышла торговать, да, то, что она вырастила, то, что она приготовила. Вот самый трогательный момент для меня оказался вот именно этот момент. Вы действительно купили у бабушки все это, то есть те деньги, которые заработали, вы вложили в доброе дело, так получается? Получается, мы хотели донести какой-то хороший смысл, это первое. Как вообще было по сценарию, не то что по сценарию, по идее, я предлагаю своему учителю, вот я заработал денег, давайте я вас отведу в какой-то там ресторан, я не знаю, покушать. А человек мне дает урок, что если у тебя есть возможность там сделать мне приятно, мне не надо, у меня сейчас есть, ты вот лучше человеку помоги. А бабушка, на самом деле, мы у нее все купили, было все вкусно. Мы купили килограмм орехов, грецких орехов, вот, и малинку. Чищенных орешков, вот много там было, очень вкусно. Бабушка такая удивленная была, и приятно было, и нам, и ей было приятно. Люди вокруг кричали, вы с нами тоже снимались, почему у нас ничего не забрали? В общем, моментов было очень много интересных, вот. Приятно вспоминать. Меня вот очень воодушевляет эта песня, прямо при первом звуке, когда она начинает играть, почему-то хочется танцевать, действительно она живая, и все, и мне кажется, что действительно все удалось благодаря вот всем людям, которые здесь и которых с нами нету. Продавцу ананаса обещала передать большой привет, потому что аренда удалась, ананас не испортили. Вот. Я хочу Денису Бабурину передать привет тоже. Да. Молодец. Я когда клип собирал, и сейчас Илюша меня спросил, а что, точно Денис умеет играть на трубе? Я говорю, слышишь, он профессиональный театр, он играет на всех инструментах в мире, говорит. Спасибо большое, да, молодец, сыграл роль прекрасно. Вы что скажете о клипе? Вот музыку, как и слова планировали, вы писали, да? все сочетается, все вместе, очень лаконично. Все органично, все вписалось, все естественно воспринимается нами. Я в данном случае говорю за себя, я думаю, за нашу бригаду тоже. Все, как мой учитель говорит, все легко усвояемо. Все как будто так оно и должно было быть. По-другому никто даже не представить не может. Все великолепно, все органично. Молодцы. Молодцы, все, кто работает. Спасибо. Поработали, молодцы. Кстати, Оле и Вугла Довольно. тоже огромный привет. Она тоже внесла в этот клип маленькую долю. Был момент, когда нам надо было... Знаете, название песен придумывается в самый последний момент, знаете? И в тот момент не могла найти Илюшу. Я говорю, Оля, нам нужно песню назвать красиво. И вот название песни «Аспарачок пора» — это название Ольги. Так что, Оля, спасибо за твой вклад в эту маленькую творческую работу. Насчет названия, то есть творческие люди, они настолько многогранные, что есть кто-то, вот, допустим, название придумал, потом текст пишет. Есть обратный процесс идет, да, написала слова, вот ту изюминку, то название, которое должно быть короткое, смысловое, оно вот в конце придумывается. Еще если
посмотреть на это название с другой стороны, ас, пара, чок, пара, вроде как мало зарабатываем, но даже вот та маленькая сумма, которая у тебя на сегодняшний день в кармане или в кошельке есть, она как бы-то и большой суммой кажется, да, в данном случае она большой оказалась для этой бабушки, которой вы выручку сделали в тот день. Смысловая нагрузка Илюшина, да, очень интересная, потому что вот Никита и поет «Я не был богат», и мало что доброго, когда тебе поесть нечего, и когда, несмотря на все это, Бог все равно мне помогает, и от того, что я такой веселый, от того, что душа моя поет, от этого у меня и деньги стали появляться, и люди тянутся, да? Вот так вот, да. да. Делай добро, и всегда получишь то, что хочешь. Будешь делать зло, никогда не получится то, чего ты хочешь. Вот как-то вот так вот. Спасибо вам за новую работу, за то, что на гагаузском языке, знаете, всегда удивляюсь, всегда поражаюсь. Может, кто-то как-то критично относится к тому, что наши дети, не владея языком, они исполняют песни на гагаузском языке. Но я хочу сказать этим людям, потому что были некоторые комментарии, не ваш адрес, Никита, бывали, что что-то за патриотизм, если он не владеет языком, но поет на гагаузском языке. Я скажу, что на процентов, наверное, 200 вот таким нашим подрастающим артистам надо отдавать свое почтение на самом деле, потому что ребенок, только зная смысловой текст, он исполняет с удовольствием эту песню, он исполняет эту песню, которая является, может, наполовину родным языком, да, на том языке. И тем не менее, на самом деле, спасибо, Никита, что еще одну песню вам, всей команде, вы принесли в нашу культуру на гагаузском языке, еще и смысловая, и я думаю, что смысл этой песни, наверное, много чего, да, поучительного и Никите тоже принес. Да. И нам, взрослым, тоже есть о чем Никите вообще последнее время он часто поет. Я посмотрела, что в наших 2 альбомах с половиной уже больше гагаузских песен, чем да. русских. И они лучше слушаются, потому что они у нас все позитивные, веселые, благодаря Феде. Федя не пишет грустную музыку у нас. Я знаю, что, завершаем эту тему, презентовали, спасибо вам большое, на самом деле, всей команде, и режиссеру, и всем тем, кто принимал активное участие в создании данной работы. Знаю, что ко Дню пожилого человека у вас была еще одна песня про бабушку. Я знаю, что бабушка в вашей жизни семейной имеет очень важную роль, играет, потому что костюмы, в которых выходил, эксклюзивных костюмах, в которых исполнял песни, первые шаги делал у нас на ГРТ Никита, это были работы вашей бабушки. Да. Бабушка всегда рядом, бабушка советует, бабушка являлась первым стилистом или да. Сегодня тоже? Бабушка и сегодня является стилистом. Бабушка вообще душа нашей всей большой семьи. Вот этой душе вы посвятили композицию про бабушку. Да, мне было... Что это за работа? Мне было приятно написать слова, потому что, знаете, вот разные бабушки бывают, но это вот бабушка, которая и обнимет, и в любой момент ночью встанет и готовить будет, если Никита придет, скажет, я хочу гёзлямя. Ночью встанет у бабушки самые вкусные жареные яички, и вот все, что Никита хочет, это просто это прямо вот сразу. Только что приходил, звонил, а у нас не всегда получается все вовремя, у нас жизнь кипит, бурлит, Никита школа, музыкалка, записи, песни. Бабушка иногда очень расстраивается, да, действительно бывает, что она говорит, вот вы уже 2 дня не звонили, вот для нас эти 2 дня пролетели, мы не заметили, а для наших родителей это действительно искренне важно, чтобы, да, и поэтому вот песня сложилась у меня очень быстро. Я точно понимала, что я хочу писать, потому что, про нее по-другому писать просто не могла, вот. И это, наверное, могли написать только вы. Это ваши слова, Оксана? Да, мои слова. И Никита писал, песня получилась очень такая теплая. Мы сильно даже долго, вот Федя даже не мучился с музыкой, она прямо к словам пришла очень быстро. Трогательный, душевный текст, и по-другому не получалось. Просто взял гитару и начал играть, прочитав текст. Все. Никита, такого. бабушку надо назвать. Назвать бабушку. Да, по имени, отчеству. Кто ваша бабушка? Мария Панаитова, моя любимая бабушка, которая мне всегда помогает во всем.
И, как мама сказала, готовит просто отменные гюзлямяк, кывырма, жареные яички, блинчики. Ой, как это вкусно. Вот. Спасибо, бабушка, тебе во всем. Шьет замечательные А кто тебе шьет всё? костюмы. Да я не успел поблагодарить, вы меня, перебиваете. Бабушка, спасибо большое тебе также за мои замечательные костюмы. Они просто вот шик, все делают комплименты, спасибо. Если что, это пиар, да. Заходите к нам в Бишгиоз, в центре Бишгиоза, если что, есть моя бабушка работает. Бабушка Мария та, что живет в Гагаузии. Да. Есть еще другая бабушка, которая Есть. в Украине живет. На день съемок ее уже не было, она долгое время была у нас здесь, но на день съемок именно ее уже не было у нас, поэтому изначально планировалось, чтобы принимали участие 2 бабушки в клипе. Но вот немножко не удалось. Но ничего, в следующем мы напишем еще одну песню для 2-й бабушки, чтобы она тоже не расстраивалась. Так, далекая бабушка, ждите, конечно же, обязательно Самое главное, песню. что вот клип, который вот мы здесь снимали, с ним, конечно же, проблема. Вы же понимаете, что пожилые люди не очень горят желанием сниматься в клипах. Ну, наша бабушка точно знала, что выхода у нее нету. Никита сказал, бабушка должна прислушаться, да? Да. Конечно. Вот, меня бабушка всегда поддерживает. Спасибо ей большое во всем. Но ваша бабушка, она какая, как человек? Как человек, очень добрый. Даже в моментах бывает мягкая. Ну, она наоборот очень мягкая, но бывает, конечно, строгая. Строгая. Вот. Но бабушка, не знаю, очень хороший человек. Серьезная. Не любит сниматься, то есть, ну, какая-то Это застенчивая, человек, у наверное. которого есть принципы, да, вот она все время Никиту учит, сына, так не делай, надо по-другому. Внук вообще-то. На ГРТ сиди ровно, соберись. Чему учит бабушка внука? Наверное, как правильно вести себя с людьми. Ну, как вам сказать, в каких-то моментах, как правильно поступить. Больше вот так вот. Не учат, вот так вот надо делать, а как можно правильно поступить. Например, как правильно в каком-то моменте ответить или как правильно там может доносить мысль. Ну, вот как-то вот так. То есть дает мне советы. Она меня не учит там жизни, например. Она учит, дает советы какие-то, которые помогают. Ну, вот что-то такое вот. Жизни мама учит. Да, слишком много. Никита, перенимаете советы, прислушивайтесь к ним, реализуйте Советы, в жизни? конечно. Советы, конечно, особенно от близких. Наверное, только советы от близких. Ну как, наверное, вот советы от близких на первом плане, вот от других людей. Ты к ним прислушиваешься, но не всегда их воспринимаешь, потому что они бывают не всегда честны и от чистого сердца. Бабушка Мария, она примером является для вас? Конечно. Ну как, у меня бабушка, вот это к маме пример. Ну, на самом деле, очень хорошая у нас бабушка. Музыку написали вы, Федор, да? Сказали, вот взял гитару, и вот музыка сама полилась. В целом, то есть, как композиция для возраста Никиты, она подошла? Вполне, тем более поет о любимой бабушке. Получилось как бы и не скучно, и не задорно, так очень мягенько, так тепло вышло. Вполне Никита передал ее на все 100. Илья, вы, наверное, дедушка. Уже да. Вот скажите, когда внуки поют о своих близких бабушках, о дедушках, это вот каково? Вот даже если чужую песню послушать, но все равно каждый принимает на свою сторону, да, вот так положительное. Это, во-первых, очень замечательно, во-вторых, в чем сама основная мысль, не прерывается связь поколений. Когда внуки поют о любимых бабушках, значит, жизнь продолжается. Потому что придет время, они станут дедушками, их внуки тоже будут петь. То есть цепочка не рвется, жизнь продолжается. Это великолепно, когда внуки не забывают, и не только поют, и приходят, и поздравляют, и не забывают, и просто навещают. Это все равно продолжение нашей жизни. Цепочка жизни. Спасибо. Мы очень довольны результатами этой песни, потому что, вот знаете, когда иногда что-то пишешь специально к какому-то празднику и ждешь вот какой-то отдачи, все равно какого-то всестороннего мнения. Мы в этой песне ни от кого вообще вот не было никаких ожиданий, потому что она писалась для любимого человека, и ее мнение было самым важным.
Но столько всего читаешь вот именно по поводу этой песни, действительно, люди очень тепло отзываются, потому что, наверное, у нас очень много родителей, бабушки, и им, наверное, действительно зашла эта песня, вот, поэтому я очень довольна, как она получилась, как Никита исполнил с душой, умничка. Бываешь иногда хорошим мальчиком. Как же оценила бабушка? Итог каков, Никита? Итог, можно сказать там, 2 словами. Бабушка плакала. Бабушка плакала. От радости, наверное. Понравилась работа? Ну и, по моим сведениям, ей все понравилось. Ну что, вас благодарю за участие в нашей программе. Вам спасибо за 2 песни и в нашу копилку ГРТ, в копилку музыкальную вообще Гагаузии. Клип мы сейчас обязательно посмотрим. Ну а вам хорошего дня желаю, позитивного настроения. Спасибо, что вместе с нами начинали свой новый день, свое доброе утро. Спасибо. Ну, а я хочу напомнить нашим телезрителям, что вместе с нами этим утром были юный исполнитель Гагаузии Никита Панаитов, мама Оксана Панаитова, Федор Гайдаржи, автор слов новой композиции «Аз пора, чок пора», и вместе с нами был Илья Хаджи, автор слов. Что, презентовали новые 2 песни. Конечно, про бабушку мы сейчас обязательно посмотрим клип, но наших гостей провожаем и ехать в Чедерлунгу в добрый путь вам. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До встречи. До свидания. У каждого на свете есть человек родной, хранительница дома, поклон себе земной. Хранишь ты много сказок, историй о семье, и если очень плохо, всегда бегу к тебе. Поддержка и опора, ты для меня всегда. Душа твоя большая, открыта для меня. И мудрые советы, и строгие слова меня оберегают от горя и от зла. Любимая родная, в песочках седина. Любимая родная, бабулечка моя. Я с детства наслаждаюсь твоею красотой. С тобой всегда ребенок укутан теплотой. А бабушкины руки, и нету их нежней. Когда они обнимут, мне на душе теплей. Глаза твои сияют любовью и добром. С тобою, дорогая, все вкусно за столом. Себя ты не жалеешь, чтоб легче мне жилось. Ты ночью тихо молишься, чтоб мне все удалось. Волнуешься и плачешь, если не звоню. Но знай, моя родная, как я тебя люблю. Спасибо, дорогая, за то, что ты всегда жалела, понимала и просто берегла. За каждую слезинку